игру «Робинзон Крузо», которую нам задали на лето. Хожу с мамой на бассейн, отдыхаю. Мы хорошо отдохнули на карьере, все прекрасно, мы в отпуске, сын на каникулах. 269 лет назад на современной территории Лаишевского района появился на свет русский поэт и политический деятель, служивший при Екатерине II и Александре I, наш земляк Гавриил Романович Державин. В эти дни на традиционный Всероссийский Державинский фестиваль поэзии в Казань съехались поклонники творчества поэта, ученые и потомки. Елена Новгородцева побывала в Лаишевском районе на державинских местах и убедилась, что и по прошествии 200 с лишним лет вокруг этого имени идут различные споры. Село Сокуры находится в 30 километрах от Казани. С этой границы, можно сказать, начинаются державинские места. По одной из версий, Гавриил Романович родился именно здесь, но ни в одной метрике это не указано. Так это или иначе, но есть архивные данные, когда мать ехала из Казани в свое имение и понесла преждевременные роды. Что касается жителей современных Сокуров, то они, как один, считают, что Державин их земляк. Я памятник себе воздвиг чудесной вещиной. Рассказать все о державинских местах каждому сможет Фарида Муртазина, директор музея русского поэта и государева служителя императорского двора. Непосредственно и открыто она проводит экскурсию с комсомольской активностью, рапортуя чеканными фразами. Но, пожалуй, лучше Фариды эту местность никто не знает. Стела современная, построена уже в эпоху новейшей истории. Гавриил Державин родился 14 июля 1743 года. Род Державиных происходил от одного из татарских мурс. Родители, несмотря на свое дворянское происхождение, сильно бедствовали. В родовое имение семьи входило 3 населенных пункта – Сокуры, Бутыри и Кармачи. Всего 297 крестьянских душ. В 1742 году на этом месте стояла деревянная церковь. И Фёкла Андреевна, Роман Николаевич венчались в этом храме. А может быть, и Державина крестили в этом храме, нам точно неизвестно. Нет. От деревянной церкви XVIII века остались одни воспоминания, но в XIX столетии на этом самом месте на средства прихожан был построен храм уже из красного кирпича со встроенной колокольней. И сегодня, более чем через 100 лет, нашелся спонсор, который будет восстанавливать и этот памятник. Церковь Богоявления, что в селе Егорьево Лаишевского района, была построена в 1769 году на средства местной помещицы Анны Федоровны Чемодуровой. Здесь захоронены родители Державина. В 1996 году здесь мы поставили ограду, что захоронены родители Державина. Мраморный постамент, 2 миниатюрных гроба и эпитафия, написанная поэтом. Отец Павел, настоятель церкви Богоявления, утверждает, что останки нашли в другой части комплекса храма. Усыпальница была там. Нет, это родители Державина, усыпальница вот здесь. Это археологические раскопки проведены. Нет, я вам еще раз говорю. Около храма вообще усыпальницы не может быть. Вот на этом месте, вот здесь вот все прям очень сделано, очень добротно все было. Историки там, краеведы, все прочие ищут, где, значит, поместье Державиных. Зачем вы там ищете, если его здесь отпевали? Последний раз Гавриил Державин приезжал в бывшее родовое имение в 1784 году по пути в город Аланец. Мать умерла за 3 дня до его приезда. Он оставил деньги, 7 рублей, на нужды храма, 5 из которых отдал священнику. Где родился русский поэт и государственный и политический деятель, научные дискуссии по этому самому поводу идут до сих пор. И существует как минимум 15 концепций и мнений. В этом году вновь поспорить приехали многие российские и зарубежные ученые. Среди них и Элен Бестужева-Панаева, почетный профессор Парижского университета. Один Панаев вышел замуж за племянницу Державина. Я уже забыл имена, у меня уже... Но это, у нас есть родственный такой, ну не прямой, потому что у него детей все это не было, а это есть даже родственное отношение. Панаева – известная поэтическая семья Казани XIX века. Несмотря на громкие русские фамилии ее рода, она уже в 3-м поколении как француженка. Русскому ее учила бабушка, которая и эмигрировала из России во время революции 17 года. Во Франции, так вы спросите, кого вы знаете, кто Державин? Не очень, да. Но Пушкина знают все. А Пушкина все знают. Биографы поэта утверждают, что Державин на протяжении всей своей жизни помнил и чтил память своей малой родины. И в легендарном патриотическом стихотворении «Арфа» он славит именно Казанскую губернию. А заключительная фраза «Отечество и дым нам сладок и приятен» посвящена родине. Елена Новгородцева, Рустем Зелялиев, Елена Зыкова. Столица. Итоги недели.